году Давид Алмашенебель освободил Доманисию. В том же году в Ширван вторгся Махмуд, султан Махмуд Мухаммедович. Он бросил вызов Давида Алмашенебели. Давид Алмашенебели собрал 50-тысячное войско и направился в сторону султана. В 1992 году на престол зашел его сын Георгий II. Его год управления с 1702 по 1803 года. Через год после его воцарения против него восстали знатные земли. Это были Иван Бадраши, Вардан, Аристарх Спанов и Неонер Куаблидзе. Царь каждому из них пожаловал новые земельные владения и наградил подарками, и отпустил их с миром. Вскоре Иван Бадраши вновь начал сопротивляться царю Георгию II и явился на поклон вторгшемуся в Грузию селджукскому султану. Это Анатолская крепость. Вам всем видно это? Да. Вот это Анатолская крепость. Вот это ученые рисовали ее. Да. Изменение международной обстановки в Грузии в то время было тяжелым, и даже крестовые походы не смогли повлиять на улучшение обстановки в Грузии. Для этого нужно было проведение реформ. В это время турки-селджуки царствовали в Грузии, и они усугубили ситуацию, и также церковную власть. В церкви не было достойных лиц, которые могли честно Из-за этого царь Давид IV перешел на Северный Кавказ и подчинил себе Осетию. Когда мы с супругами необходима была хорошо вооруженная и преданная царю армия. И к началу 12 века количество его армии превосходило 40 тысяч воинов. И уже тогда нужно было начать наступление против турок. გული გაიმაგრე დავით. რა დაგვიწოვეთ და რას გახვრებთ? რიც მოვიწონოს თავი? ვერ ვიდავითეთ, ვერ ვითამამეთ, ვერ ვიდიდგონეთ დავით. მიწა გაგვიყიდეს, ხორცი დაგვიფრითეს, გული ამოგვიჯეს ტარჯვით. გარეთ გვიფეთქებენ, რუსთველს გვიდინებენ, სულში გვაფურთხებენ დავით. გადამთიელებით, უცხოტომელები, წმენას გვიბილწავენ ძალით. გადამიანეთო, ასე დაგვიბარეთ, გადაგიარეთ დავით.